Салем, Казахстан! В моем предыдущем ролике я рассказывал о лоббистке российских интересов Анастасии Ахметовой, которая пыталась донести казахстанцам, почему именно Россия будет строить у нас 3 ТЭЦ, и почему, на ее взгляд, это наилучший выбор со стороны наших властей. Но все мы прекрасно знаем, что у нее этого, мягко говоря, не получилось, поскольку даже мы, не будучи знатоками в этой области, показали на деле, что Россия – это не просто провальный вариант, а крайне убыточный. Но ведь скрипанутым все равно, замерзнут они сами впоследствии или нет. Главное, что подальше от пиндосов и проклятущего Запада. А эти сволочи в Европе не замерзли. И так же, как и ВСУшники, собственно, тоже. Что говорит Настюша? Россия имеет технологии переработки высокозольного угля. Поэтому, чтобы окончательно снять этот вопрос с повестки, мы решили показать мнение эксперта, энергетика Асета Наурзбаева. Давайте его послушаем. Вот сейчас российские компании собираются строить ТЭЦ. Никакого конкурса. Мы опять будем переплачивать. Вот мы, например, вот наши соседи в Узбекистане построили угольную станцию в городе Ангрен за $1500 за киловатт мощности. Сейчас россияне больше 2000 нам предлагают построить за киловатт мощности. Почему мы эти $500 за киловатт переплачиваем? Мы все потом из своего кармана будем деньги платить. Был бы аукцион, было бы $1500 примерно. По-моему, Турция же еще претендовала и вроде бы как выбрали Российскую Федерацию. В общем, это очень странная история, потому что значит, до этого проводились тендеры на в 1,5 раза меньшую цену. Потом вдруг, откуда ни возьмись, появились российские компании, которые собираются строить в 1,5 раза дороже. Вот, дороже того, что я говорил, у нас есть примеры вот в соседней стране, которые достаточно качественно отжимают поставщиков по цене. Вот. И вторая история, которая нам тоже непонятна, это то, что российские технологии, они технологии 70-х годов прошлого века, к сожалению. Вот китайские компании, они самые передовые сейчас с точки зрения угольной генерации, потому что последний пик развития угольной генерации был в Китае. Уже Европа закрывалась, Америка закрывалась, Китай строил в пике. У них там есть суперсверхкритические котлы, котлы с суперсверхкритическими параметрами пара и так далее. Да? Там новые типы сталей, новые типы других материалов. В России этого нет. В России есть практически советского производства технологии. Они там что-то немножко улучшали, но в целом это советские котлы и советские турбогенераторы. Поэтому почему мы собираемся строить устаревшие станции, мне тоже непонятно. Что мы имеем в итоге? Мало того, что Россия нам будет строить ТЭЦ по завышенной стоимости, так еще и не по современным стандартам качества, а по старым советским технологиям. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Получается, некое пророссийское лобби в нашей стране намеренно отдает этот проект северным соседям в ущерб государству и народу. Жаңал Греті осындай, сау болыңыздар, аман болыңыздар, келесі роликтерде көріскенше.